Всем привет! Меня зовут Вика, и сегодня в моей рубрике «Якутяне в Москве» Женя Федотов. Женю называют одним из самых остроумных сценаристов и, на минуточку, ветераном российского комикс-движения. Школьником он ходил в якутский аниме-клуб и фанател от московского комиксиста Богдана. А сейчас Федотов работает в крупнейшем в России издательстве комиксов Bubble и в свободное время создает шедевры в своем жанре. Вместе с кем бы вы думали? Да, с Богданом. Их последняя совместная работа – двухтомник «Якутия» про обычного якутского школьника, в чью жизнь вмешиваются высшие силы, абагы, и все это происходит на фоне зимнего Якутска. Я узнала о тебе от своего друга Егора Федорова, Сибуми, и он отзывался о тебе как о очень целеустремленном человеке. Сколько лет назад ты переехал в Москву? Где-то, наверное, лет 8 назад. Нет, вру, не 8. Давно. Ну, будем считать, что 8 лет. 8 лет назад ты учился? Да. Я, собственно говоря, я закончил полиграфический. Ну, я механик-полиграфист по образованию. Но в Якутске тебя знают как крутого комиксмена. Вот, я даже приобрела Якутия, Да. Федотов, Богдан. Да. Огромный такой замок. От одного фамилии, от другого имя. Складывается в одного человека. Буквально пару месяцев назад она стартовала именно уже как книжка. А сделали мы ее 2 года назад. С Богданом я познакомился здесь, уже в Москве. Вот на фестивале «Комиссия» давно, наверное, лет 6 назад или около того. Потом мы с ним вместе сделали стриплайн, сообщество коротких комиксов, где публиковались его работы, мои работы. И тогда же мы первый раз попробовали вместе поработать. Это был сериал про студентов «4 пары». Вот он живет и здравствует до сих пор. Я нашла очень классные отзывы о твоем романе, конкретно об Якутии. Ну, я прям так загорелась, прям на следующий день пошла и купила в Чукагек. Да. Я позвонила такая, а есть? Они такие, да. Я говорю, это коллекционное издание, там где 2 тома. Они такие, да. Тут же 2 тома. Да. Ну все. Ну, мы на самом деле долго думали делать однотомник или двухтомник, но в итоге решили, что 2 томика под одной обложкой будут лучше. Потому что дальше-то продолжения не будет, а как бы если разбить на 2 тома, то получается, что вроде как сериал уже. Да. Вот, поэтому, а это по сути ваншот большой, но он закончен. Ну, кстати, цена такая, ну, я бы не сказала, что она копеечная. Я всегда думала, что комиксы очень дешевые. Ну, это смотря с чем сравнивать. Нет, я знаю, что на самом деле вот эта книжка, когда поедет по России, она еще очень сильно из-за логистики просядет по цене. То есть в Якутске в лучшем случае это будет стоить, наверное, рублей 800. Мы Якутию рисовали для сети, это был веб-комикс. Примерно 1,5 года мы его выкладывали, и после того, как мы договорились с издательством, что будет издание, нас попросили уже из сети изъять. Вот, но изначально это все лежало в свободном доступе в сети. Вообще, я считаю, что в России это, наверное, для подобного рода продуктов единственный путь вообще, как можно жить. Невозможно пока что нормально зарабатывать российским комиксом, как, например, в Америке или в США, или в Японии. И, соответственно, без подпитки читательского интереса, в общем, по большому счету, шанс, рисуя в стол, добраться до финала и издать невысок. Гораздо лучше, когда тебя будут аудитория как-то немножко там поддерживать, говорить, что да, ждем, рисуй, работай больше. То есть, А ты есть в соцсетях? В основном я веду площадку ВКонтакте. Вот, сайта у меня своего нет. На Фейсбуке я на своем аккаунте зеркалю выпуски. И еще я пользуюсь площадкой авторского комикса. Это российский агрегатор комиксов. Почему тебя нет в Инстаграме? Да, если честно, все это очень много времени отнимает. Не всегда есть время для того, чтобы адекватно этим заниматься. То есть, вот, например, сейчас мы отснимем видео, потом я пойду вместе с Богданом встречусь, и мы будем в кафе сидеть, рисовать. И параллельно с этим, возможно, мы выложим следующий выпуск 4 пары. То есть мы делаем все вот так вот на ходу в походном режиме. Якутия рисовалась по выходным и в свободное время. Она вообще началась на Новый год. Первые 10 январских дней, когда мы за 10 дней нарисовали 30 страниц. Это был наш запас, чтобы вот гарантировать, что после этого мы начнем стабильно придерживаться сроков, как бы, и не будем читателей заставлять ждать страницы. И вот после этого мы потихонечку начали, где-то там с января.
выкладывать. То есть 2 года назад в этом самом кафе, в котором мы сейчас здесь находимся, антикафе «Кругозор». Нет, Нет, не нет, здесь. не здесь? Не здесь. К сожалению, то антикафе закрылось. А, Было очень хорошее D6 Games, антикафе на Белорусской, тоже недалеко. мгм. Вот. Там было прям так светло, тихо, про него никто не знал. Возможно, именно поэтому оно и закрылось. Но, в общем, да, мы там начали все это дело рисовать и потихонечку добрали массу. Мы очень много работаем здесь, в Кругозоре, в Кофебине на Новокузнецкой. И вот иногда еще, кстати, тоже закрыли в Коста Кафе. Мы прям вестники апокалипсиса какие-то. Да, везде, где вы рисуете. А все вроде как печальная закрывается. судьба. Да. На Кузнецком мосту было еще очень хорошая Коста. Там удобно было собираться и рисовать. Она тоже закрылась. А, Ой, Боже, я сочувствую Кругозору. Наверное, он тоже закроется. не хотелось бы. Вот, хорошее место. Вот, а ты можешь мне как-нибудь круто подписать, а Давай. через 10 лет я его продам за $1 000 000? Могу. Много экземпляров подписал на на Комиконе. На Комиконе мы продали где-то примерно 400 книжек Якутия. Круто. Да, там было очень хорошо. Ну, в Якутск, когда я ездил на Гикфест, там я ничего не подписал. Чего? А там не привезли тираж. О, В Якутске, на самом деле, я был 2 недели. Вот первые выходные это был Гикфест, следующие Мгм. выходные я проводил мастер-класс. И я уехал в понедельник утром, и в понедельник вечером почта привезла тираж. Ну, бывает всякое, как бы. У Якутия, которой нет, есть в печатном варианте? Нет. Нет? Жалко, я бы купила. Не знаю, я вот уже как-то так. Года прошли, смотришь на нее, думаешь, ну вот там из 150, вот где-то 50 оставить, это было бы здорово. Остальная сотня такой проходняк, как бы. Хотя там есть некоторые, что мне очень нравится, классная вещь. Ну, конечно, это же, мне кажется, вечная тема. Холод наш. Все, что ты обыграл. Ну там, да. Про снеговика, который жжет костер, да, хорошая вещь. Вот, ну, не знаю, как бы было бы здорово, если бы кто-то еще делал, да, подобные вещи. То есть хотя бы в стрип-формате. Так классно, камыши, эти трубы. Ну вот это, кстати, практически пейзаж вот у меня на первой квартире, когда из окна смотришь. Наше детство, на самом деле. Да, я помню в свои времена, как бы я в школу ходил под домом, потому что так быстрее было. Это был вообще наш такой маленький челлендж с Богданом, когда мы делали Якутию, сделать комикс, который будет в российских реалиях. Было не очень много комиксов, которые вот конкретно опирались на в Россию как на фон для истории. Мгм. Обычно все это было либо фэнтези, либо абстрактное какое-то абстрактное зарубежье. Мгм. Вот. И мы вообще, ну как бы если взять саму фабулу истории, ее можно было провернуть где угодно. Вот. Но мы взяли Якутию, потому что мы хотели сделать комикс, как бы Неизвестно. опирающийся на Россию. Но по большому счету у нас прям страдают произведения тем, что у нас там либо по России бегают самураи, ковбои, какие-нибудь вот такие национальным колоритом блещут, да, либо у нас сразу вообще мы как бы переезжаем в любую другую страну, либо... В другую вселенную. Да-да-да, в другую вселенную, либо не у нас. И как бы, ну, Ну, не паханое меня- поле же для вас. ну не то чтобы не паханое поле, в принципе, по большому счету, но просто и это тоже нужно уметь делать, потому как бы немножко однобоко получается. Но можно ли японцу, сидя в России, рассказать про Японию интереснее, чем он сам Нет. как бы читал? Наверное, можно. Ну, Не ему бы- будет любопытно. просто. Да, ему будет любопытно, но это то же самое, как нам любопытно находить опечатки в кириллице, которые используют американцы в своих блокбастерах. Я боюсь, что вот дальше этого интерес не двинется. Я считаю, что нам просто нужно учиться делать своих медведей с балалайками круто. Нам нельзя бегать от медведей с балалайками, потому что в конечном счете медведя с балалайкой придумает Дисней и будет нам же продавать. Вот, поэтому как бы это бег от себя. Я согласен, что как бы пока что удачных вариаций медведя с балалайкой, чтобы посмотреть и сказать, какой медведь,
какая балалайка. У нас нет. Но нам нужно учиться их делать, потому что, если честно, если взять тех же самых ковбоев, если взять тех же самых самураев, это те же самые медведи с балалайкой. Ничего более. И как бы почему-то, когда это делают они у себя, да, про себя, это все отлично прокатывает. Когда мы пытаемся это сделать, это Все не сразу получается. фукают, и Да. энтузиазм художника падает. Именно, поэтому как бы это вот очень большой длинный путь. Ну, невозможно на самом деле, да, сесть и сделать, вот там, условно говоря, вот это будет успешно, копаем вот так и вот так. И невозможно прийти и сказать, вот это наше произведение, прям вот оно будет до мозга костей нашим, а вот это вот не наше произведение, это вот калька с чего-то. Такими вещами как бы нужно заниматься, постепенно нарабатывать базу, откуда потом уже будут расти удачные решения. На вдохновении на комиксе далеко не уедешь. Ну, в том плане, что ничего большого ты не сделаешь, у тебя быстрее вдохновение закончится. Стрипы можно на вдохновение делать. Получаются достаточно интересные, странные, необычные вещи. Вот я как-то в Якутске придумал. Пока ходил там, подумалась мне такая зарисовка, что типа, бабушка, а я если по этой улице пойду, в больницу попаду, он так смотрит, да ты ж вроде здоровый, сынок, может, еще убежишь. Вот, то есть как бы, ну, просто придумалось и как бы хорошо, но большой формат, большое количество материала — это только заставить себя работать. Вот я сейчас поеду рисовать, я, может быть, не очень буду готов после этого интервью, может быть, я вообще в принципе сегодня не очень-то и хотел бы, да, заниматься этим комиксом, но мне это нужно, потому что вот на этой неделе я еще «Кошки-мышки» не опубликовал, и мне надо их сделать. И раз у меня выдается время это сделать, то как бы мне отступать некуда. Ты заставляешь себя Да? усилием воли. Ну да, ну как бы. А когда это к тебе пришло? Когда я сделал стриплайн, и у меня был в стриплайне было только одно правило. Ты делаешь стрип каждую неделю. И вот я тогда начал делать «Кошки-мышки», один стрип раз в неделю. И я не вставал из-за стола, пока я не сделаю этот стрип. То есть я откладывал все свои дела. Сначала учебу, которая тогда была, да, потом уже работу. То есть в этот день я мог часа 4, вот, в 12 сесть и вообще ничего не работать, не рисовать, не отвечать на звонки, пока я не нарисую этот комикс. И вот там из 4 часов сейчас у меня «Кошки-мышки» в лучшем случае могут занимать минут 20. Вот некоторое время назад рисовал для Вайфа новостные стрипы, там как новость дают, ты через некоторое время должен по ней стрип нарисовать. И у меня в неделю выходило там 10 стрипов. Я вот сравниваю это с тренировками. То есть ты просто тренируешься это делать. То же самое вообще с комиксами. У тебя не было таких приступов лени, депрессии? Депрессия нет, а лень постоянно. Реально, иногда просто, ну, вообще не хочется, ну, прям, ну, нет. Я лучше что-нибудь там, не знаю, вату покатаю. Вот, но это нормально. Так надо в первую очередь развеяться, как-то сменить, да, род деятельности, танцы вот опять же хорошо помогает. И после этого как-то вернуться уже к тому, что делаю. Москва шуботный город. Для меня Москва — это бесконечная беготня и какая-то толкотня локтями с людьми. За проекты, за то, что ты хочешь сделать, за свободное время. Работа в Москве, вот как бы в моей сфере, это достаточно такое специфичное мероприятие. Не знаю, что там со скинхедами, а дураков в России еще не отменили. И как бы всякое бывало. Как-то я, помнится, на ВДНХ влетел на 1000, потому что он говорит, ну давай 2 сотни, мол, короче, вали отсюда. Это давно было, еще на 2 курсе я был, получается, в 2010 году. Типа, давай 2 сотни, а у меня только с собой 1000 было. Я такой... Он такой смотрит, ты думаешь, я дам тебе сдачу? Я говорю, нет, я ничего не думаю, я пойду. Ой, было дело тоже. Мы, кажется, закончили. Все узнали про Якутию и про Женю Федотова. Вот, и, наверное, будем прощаться. Может, ты чего-нибудь хочешь сказать своим якутским фанатам? Ребята, следите в интернете за моими проектами. Вот, буду рад вас видеть в комментариях. А на всем пока, подписывайтесь на канал и если вам понравилось, ставьте лайки. Да. Пока. Пока.
like me.